Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Логистические маршруты. В этот раз ход возведения масштабного проекта привлек внимание федеральных властей. В Чеченскую Республику прибыл заместитель министра транспорта Российской Федерации Василий Десятков. Главная тема – возведение нового аэропорта Грозного. Обстановка на передовой. Самое эффективное Чеченские подразделения продолжают успешно выполнять свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Смотрите в нашем эфире, на каком ответственном участке находятся бойцы 94-го полка оперативного назначения и каковы их успехи. Добрые дела. Организация Хейра провела очередную благотворительную акцию для детей. Как создатель ребят сказочную атмосферу в нашем эфире. В ходе своей рабочей поездки в регион заместитель министра транспорта Российской Федерации Василий Десятков побывал на строительной площадке нового терминала аэропорта Грозного и осмотрел качество проделанных работ. Какие задачи еще предстоит реализовать на объекте в 2024 году, расскажет Валентина Гусевская. 1,5 года прошло со старта строительства нового аэропорта в Грозном. В этот раз ход возведения масштабного проекта привлек внимание федеральных властей. В Чеченскую Республику с рабочим визитом прибыл заместитель министра транспорта Российской Федерации Василий Десятков. В аэропорту его встретили министр транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики Рамзан Черхигов и другие официальные лица. Не теряя ни минуты, делегация отправилась на строительную площадку нового аэропорта. В ходе визита предстояло обсудить этапы возведения основных объектов. За 2023 год было произведено у нас и получено 2 положительных заключения по главгосэкспертизе. Это по взлетной полосе и по зданиям сооружениям, которые позволили продолжить работы по монолиту и по искусственным покрытиям. В первую очередь замминистра поинтересовался количеством выполненных работ на взлетно-посадочной полосе. Ее длина 3 километра 200 метров. Объект обеспечен всеми инертными материалами: песок, щебень, гравий. Завезено все для водосточной системы. Чтобы не растягивать сроки постройки, замминистра транспорта посоветовал ввести ночную смену, а также дал указание спланировать график строительства по дням. Рассмотрев, проехав этот объект, я вижу вместе с подрядной организацией, что большое внимание уделяется этому объекту и со стороны республики. Министр транспорта регулярно проводит здесь совещания. И в 2024 году взлетно-посадочная полоса 3200 не вызывает никаких сомнений, будет введена. Проехав по взлетной полосе, гости направились на площадку возведения очистных сооружений. Оценили и командно-диспетчерский пункт. 60% сетей для связи здесь уже проведены. Следующий участок осмотра – здание аэровокзала. Первый этаж объекта планируют завершить 30 июня. Это здание аэровокзала. Общая площадь застройки 31 640 квадратных метров. Объем здания 244 420 кубометров, общая площадь застройки 10 140 квадратных метров. Мы армированные плиты производим, арматура здесь нам надо связать 2060 тонн арматуры. Потом это будет заливаться бетоном 13 тысяч кубов бетона, а потом колонны будут 130 колонн. И дальше монолитные стены. На территории аэропорта будет построено 18 зданий и сооружений. После сдачи в эксплуатацию новый проект окажет влияние на экономику региона, создавая новые рабочие места и способствуя росту туристического потенциала. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов. Вести Чеченская Республика. Чеченским боксерам передали денежные средства от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Поощрение вручил первый заместитель министра Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Ахмат Кадыров. Артуру Бетербиеву передали 15 миллионов, Имам и Шамилю Хатаеву 7,5 миллионов рублей. Напомним, что 14 января Артур победил британца Калума Смита в главном бою вечера бокса, который прошел в канадском городе. Свою 6-ю яркую победу досрочно одержал
продолжал имам Хатаев. Также по поручению главы республики Рамзана Кадырова были переданы деньги для покрытия расходов, связанных с ДТП. О сборе сообщил имам Хатаев на своей странице в социальной сети. Выпачал статус квасан сурт гамагиннан сразу поручение ил иштардалу ил аварихл атсан сборан ахчдайтан ахч хада шуэн дерес хулил выпачана أخشى ساعدول دريسو رمزان أخش صوت دورنا дохкул ضلقوا بنقول لنا شو ناقص وقنا Наши дети. Под таким названием прошла акция для детей-сирот и полусирот. Организаторами выступили Министерство туризма и организация Хайра совместно с волонтерами. Репетишек пригласили в развлекательный центр, где для них была подготовлена обширная программа. Подробнее Наталья Депутатова. 59 детей от самых маленьких, которые только-только научились ходить, до тех, кто уже постарше, как, например, Раяна Джандарова, которой 12. Она пришла сюда с маленьким братиком и мамой. 2 года назад дети, которых в семье всего 4, потеряли отца, и для них это мероприятие тоже настоящая радость. Здесь очень красиво и сказка интересная. Все понравилось. Здесь множество горок, различных аттракционов. Каждый смог найти себе занятие по вкусу. Кто-то катается на качелях, кто-то бегает по горкам и играет в бассейне с пластмассовыми шариками или просто в разные игры. В игровой зоне Акваленда для ребят настоящее раздолье. Попрыгать, порезвиться, поиграть в догонялки или покататься на качелях. Ну и, конечно же, все это под наблюдением взрослых, которых здесь также немало. Аниматоры с театрализованным представлением. Это сказочные персонажи, одетые в костюмы любимых героев. Музыка, танцы. Ребята не только с удовольствием наблюдают за сценой, но и сами принимают участие в том, что на ней происходит. И, конечно же, национальные танцы. Это акция по программе «Наши дети». Мы проводим эту акцию сегодняшнюю совместно с Минтуризмом. Акцию проводим мы 2 раза в месяц регулярно. Дети будут 2 часа играть в детско-развлекательном центре. Подобные акции для детей-сирот и полусирот устраиваются регулярно. В них принимают участие и волонтеры из студентов и различных организаций. Для молодых людей это дополнительная возможность делать добрые дела и оказывать помощь. Мы очень часто проводим такие акции для поддержки также, чтобы поднимать настроение детям, веселить, радовать. По словам молодежи, это дает возможность не только помочь тем, кто в этом нуждается, но и самим отвлечься от рутины, от ежедневных занятий в университетах, институтах и других вузах республики. Наталья Депутатова, Саидымин Мусаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Командир 94-го полка оперативного назначения Росгвардии России Хас Магомед Магомадов провел встречу с ответственными лицами подразделения. Они доложили о ситуации на местах, а также обеспеченностью автомобильной техникой, стрелковым вооружением, боеприпасами и продовольствием. Зона ответственности полка порядка 5 километров территории в Херсонском направлении. Секрет успеха заключается в эффективной разведке. В этом им помогают дроны. Определенную задачу. Первую задачу – выявление и уничтожение дорогой группы из-за адресное поисковое мероприятие штаба Белхбух. На данный момент самый эффективный БПЛА, Амин Нахбу, Амуш Нахбу, даже Вайчара, соседние подразделения Бахабуша, Вайчар, обучать бяш عامل نحبه وخلالازت أوبلول ويدعل البتش ترخل ويفوند يقول أمانة ويمكن الأمانوس ويشيش تعلق تعهم داس تون ديريس فلسون سايز أراه بوكت أراه دوخ بركل اللي أردوسون هنده أجاد إدوخ كوك دوخ يا مال наземный период, на летний период, техник, تعلق تعهم ويشيش تعهم دا ديريس فلسون. Сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Грозно провели экскурсию для учащихся Суворовского училища имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Она началась с мемориального комплекса памяти первого президента Чеченской Республики и погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел. Далее ребятам показали и рассказали о работе полицейских, про дежурную часть, куда стекается информация о состоянии оперативной обстановки на территории столицы. Участники акции посетили тир, инструктор ознакомил их видами оружия. Мероприятие проводим в рамках акции «Студенческий десант». Организовали им экскурсию
показали дежурную часть нашу, спецтехнику, служебную технику, показали спортзал, где мы в свободное время наши сотрудники занимаются. Также мы выехали по маршруту патрулирования, показали, как наши ребята работают и как они несут службу на маршрутах патрулирования. Очередное благое дело от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ключи от квартир на этот раз вручили 2 нашим коллегам-журналистам. Стоит отметить, что фонд регулярно поощряет сотрудников телеканалов республики и ценит труд каждого. Благодаря руководству у работников СМИ есть все условия для реализации творческого потенциала, возможность повышать квалификацию, качественно производить материалы. Нам очень приятно, что среди награжденных заместитель директора нашей телерадиокомпании Асламбек Арипханов. Мадина Нуцалачиева обо всем по порядку. Работа журналиста интересная и сложная одновременно. Представители СМИ всегда на самых передовых местах, везде находятся одними из первых. Различные события, мероприятия – все это, чтобы передать зрителю самую свежую, интересную и правдивую информацию. Отрадно, что в нашем регионе труд журналиста ценится на самом высоком уровне за образцовое выполнение служебных обязанностей и многолетнюю работу. С такими словами помощник главы Чеченской Республики, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев передал ключи от новых квартир шеф-редактору художественных программ ЧГТРК «Грозный» Любовь Арсалиевой и заместителю директора ГТРК «Войнах» Асламбеку Арипханову. Osana ostahalčujem balava, da gdje ćeš tvaka možeš любое поручение давать по чаху да обертива. Асламбек Арипханов работает в сфере журналистики 17 лет. Трудовую карьеру начал редактором тематических программ. Благодаря своему таланту и рвению дослужился до должности заместителя директора. Является обладателем большого количества наград. Как он сам говорит, на протяжении многих лет он неустанно освещал и наблюдал за деятельностью регионального общественного фонда. Искренне радовался за тех, чьи мечты становились реальностью. Но то, что когда-то он сам станет одним из них, и представить не мог. На протяжении многих лет мы с вами монтировали, показывали, как другим, как нашим гражданам, как гражданам России, как жителям Чеченской Республики, да и за пределами Чеченской Республики и страны, всем нуждающимся фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова оказывал помощь. Мы искренне радовались за этих людей, которым помогали. И сегодня я стал героем очередного такого сюжета. Мне очень приятно. Дейл Рейс Хилмасана, да, Аликансбеком был. Я, если честно, не ожидал и не знаю, чем я это заслужил. Видимо, это великодушие руководства региона решило мне помочь. И поэтому я очень рад. Буду считать, что это аванс, который надо будет отрабатывать, потому что я не знаю, как надо трудиться, чтобы твой труд оценивали так высоко, и поэтому говорить, что это заслуженно или нет, мне будет сложно. Посмотреть свою новую светлую квартиру спешит и Любовь Арсалиева. Ее имя часто звучит среди победителей и призеров конкурсов на чеченском языке. Такой подарок для нее был не менее неожиданным. Хусам нислори ал далавай региональный юқарали фонду Кадыров Ахмат Хаджи Царайол цу даиман дидамбок уйшун хусам яхчуйсан чуна тақа вая дагарбаркал оқ фондын күйгалина Харберкати бол хлилош мел болчанда мел лехчан буккола дагдоч хасхиятархала. Это не первые подарки подобного масштаба от главы Чеченской Республики и регионального фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Стоит отметить, что благодаря тому фундаменту, который заложил национальный лидер Ахмат Хаджи Кадыров, журналистика в республике смогла подняться на высокий профессиональный уровень. У сотрудников СМИ есть все условия для реализации творческого потенциала, возможность повышать квалификацию, качественно производить материалы. Журналистов регулярно поощряют. Многие уже стали обладателями жилья, автомобилей и денежных вознаграждений. Подобное внимание дает стимул молодым представителям СМИ работать усерднее, зная, что их труд будет достойно оценен. Мадина Нуцалачиева, Аслан Ахматов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика.
В эти минуты в спортхолле Колизея проходит первый в этом году турнир ACA, в ходе которого состоятся 2 полуфинальных поединка Гран-при ACA. Наша съемочная группа работает на месте. О том, какие бои уже состоялись и чего ждать зрителям, расскажет наш корреспондент Турпал Али Тайсумов. Лейла, добрый вечер. Ну, действительно, бои проходят очень зрелищно. Турнир включает в себя сразу 2 карда. В предварительном яркую победу одержал боец республиканского спортивного клуба «Ахмат» Имам Витаханов. В бою в легком весе против Антонио Роберто из Бразилии он не оставил ему шансов и сломил сопротивление техническим нокаутом уже в первом раунде. Это его 10-й успех на ринге. Однако главными событиями вечера станут поединки бойцов, представляющих нашу республику в наилегчайшем и легчайшем весе соответственно. Расул Албасханов встретится с Азаматом Пшуковым, а Магомед Бабилатов будет противостоять Томашу Деку. Соперники оспорят право на выход в финал Гран-при ACA. Эти бои состоятся чуть позднее. Стоит отметить, что официальные лица, а также представители клуба «Ахмат» присутствуют здесь и так же, как и зрители, поддерживают чеченских бойцов смешанных единоборств. Мы продолжим следить за развитиями событий бойцовского вечера. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». До новых встреч в эфире.